Ежегодный фестиваль Dhaka International Film Festival проводится с 1977 года. В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции прошел в формате онлайн. По сюжету главный герой картины Акаркакёч Кубат Алиев – выдающийся писатель-вдовец, который находится на пенсии. Он живет один в хрущевке. В один из дней он узнает, что его друг тяжело болен, поэтому Кубат продает квартиру и оплачивает его лечение. Потом происходит еще одно событие – его брата избивают коллекторы. Перед главным героем стоит тяжелый выбор – помочь брату или другу писателю. Мы сняли хороший философский, классический фильм. Из-за пандемии все фестивали были закрыты. И вот мы, получается, выиграли гран-при в Dhaka кинофестивале. Теперь вот будем и дальше принимать участие в фестивалях. Помимо фильма «Акаркакёч», также наши соотечественники презентовали свои фильмы в других международных конкурсах, где выиграли гран-при в Индии, Калькутта, США и Анкаре. Очень гордимся. И благодаря вот этим людям мы превращаемся постепенно вот в культурную державу, в державу кинофильмов. И, конечно, финансирование со стороны государства это минимально, но тем не менее наши режиссеры, они добиваются таких успехов за счет энтузиазма, за счет творческого подхода и пожертвования, да? И мы очень гордимся, и в начале Нового года это является очень позитивным посылом, сообщением, и мы будем работать в этом направлении. Министерство культуры, чтобы поддержать такие вот начинания, инициирует вопрос о создании фонда для поддержки культуры и искусства в Кыргызстане. По словам министра культуры Нурджигита Кадырбекова, Минкультура будет работать над тем, чтобы привлекать новых инвесторов для развития таких вот проектов и начинаний в стране. Потому что очень много меценатов, которые хотели бы помочь сфере культуры, но при этом у нас отсутствуют механизмы. Вот этот фонд был бы такой нейтральной площадкой, куда они могли бы перевести свои средства, и мы бы через это могли бы развивать сферы кино, сферу, скажем, тот же музеев. Да? Фильм «Акаркакёч» является совместным производством киностудии «Кыргызфильм» и общественного фонда «Билимкана». Айжан Аманова, Гульчора Казамкулов, Нью ТВ.